Мы почти добрались до селения Хайбах. Хайбах находится вот примерно вот за этим склоном. Но по дороге я решил, в общем, рассказать одну историю, которая непосредственно связана тоже с Хайбахом. И связана с одной семьей, которая жила вот здесь, не в этом конкретном доме, но на этом месте, где стоит этот дом. Сотрудники НКВД возвращались оттуда, с Хайбахов, и наткнулись на эту семью и совершили зверство, как и в Хайбахе. Они перебили всю семью, которая жила в этом доме. Главу семьи они получил множество ранений, и со штыком они протащили его вон до того места и выбросили в обрыв. И ушли. Глава семьи, оказывается, выжил. Он смог обратно протащиться сюда и наткнулся на картину, страшную картину. Перед его глазами лежала его семья истерзанная, которая, у кого-то был хрип, они еще были живы, некоторые из них были еще живы на последнем, скажем, издыхании. Он постарался, несмотря на то, что на все его ранения, он попытался их похоронить, некоторых, сколько у него было сил. Потом он поднялся на этот склон, там есть пещера, и пробыл в этой пещере еще 3 дня, обессиленный. И в последний момент по этой дороге, где вот стоят эти люди, шел его дядя, который после этих высылков остался. И он уже говорить не мог, он скинул камни, просто чтобы его заметили, говорить он уже не мог. И дядя его заметил, он его протащил, и те люди, которые здесь остались, смогли его вылечить. Они похоронили оставшихся, тех, которых он не смог похоронить, людей. И после этого он женился еще раз. И самое интересное, у него родилось столько же детей, сколько у него отняли вот эти люди. Вот на этом месте стоит вот такой мемориал с надписью, которую вы видите. 27 февраля 1944 года здесь похоронена семья Мударовых. Мать Бакка, 77 лет, дочь Зано, 19 лет, сын Умар, 27, и Ахмад, которому было 46 лет, и 4, 7 и 6 лет, соответственно, остальным сыновьям было. Вот еще одна страница печальной нашей истории. И в конце мне хотелось бы коротко добавить, обратиться к некоторым людям, которые поддерживают вот этот советский режим. Я невольно становлюсь свидетелем и в интернете, и вживую, как некоторые люди пытаются защитить вот эту советскую власть, Сталина. Они есть у нас и на Кавказе. И пусть это даже и будет и грубо, я хочу, чтобы эти люди воскресли вместе с теми, кого они любят, почитают и уважают. Как бы грубо это ни звучало. Аллах инхетам бойла мелхел анчара. Аллах айосмаса бихом бойлсан. Дал инхетам бойлвай бисанчараха. Вай историю. Вайн хаеш. Вай яйцо ешь. Кестал Аллах айбах и дахоши духвай.